Добрый вечер. Сегодня 1 июня, среда. Это 825-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Российский военный суд рассмотрел дела фигурантов Хизбут-Тахрир. Подсудимым навязали российских адвокатов. Уже расписали график заседаний на июнь. Свидетелей будут допрашивать в режиме видеоконференц-связи из Севастополя. В январе прошлого года в Севастополе задержали 4 мусульман – Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сейфуллаева. Их обвинили в участии в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Предыдущие заседания Ростовский Северо-Кавказский военный окружной суд провел в режиме видеотрансляции в Симферополе. Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование по факту убийства Мумини Алиевой. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства. 29 мая в Грушевском карьере нашли тело 35-летней жительницы села Изюмовка Мумини Алиевой с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают местного жителя Алексея Гнездилова. Известно, что он задержан. Еще один подозреваемый скрылся. Генеральная прокуратура Украины опубликовала повестки крымским предателям в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины». В списке 727 повесток, 327 судей, 299 работников прокуратуры, 134 депутата Верховной Рады Крыма и Севастопольского горсовета, а также 11 самопровозглашенных представителей оккупированной власти Крыма. Глава ГПУ Юрий Луценко отметил, что внесенные в закон о прокуратуре изменения позволили начать процесс заочного осуждения лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Управление ФСБ России в аннексированном Крыму весной 2015 года разработало трехлетний план нейтрализации Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом говорится в секретном письме первого замначальника управления ФСБ по Крыму Рустема Ибрагимова к Сергею Аксенову, которое публикует Лига.нет. В письме говорится, что руководство Меджлиса выступает против присоединения Крыма к России, имеет антироссийские убеждения и ведет активную украинскую пропаганду. Поэтому ФСБ предложила Аксенову объявить Меджлис радикальной экстремистской организацией, деятельность которой несет угрозу Российской Федерации, и официально запретить его. Более подробно об этом в наших других выпусках «Заман». России не стоит ожидать смягчения действующих против нее санкций. Никто не собирается ей прощать нарушения международного права. Но и Украине следует поторопиться с деолигархизацией. Это может закончиться печально. Такие слова написал Рифат Чубаров у себя в Фейсбуке после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этом году Германия стала главой ОБСЕ. Председатель Меджлиса принял участие в подиумной дискуссии председательство Германии в ОБСЕ в 2016 году, новые импульсы для правозащитной работы на Донбассе и в Крыму. Германия планирует сосредоточить свою работу на решении украинского кризиса и укреплении различных, в том числе антикризисных, возможностей ОБСЕ. Киевский суд наложил арест на $3 миллиарда российского кредита, который был предоставлен Украине в конце 2013 года. Об этом рассказал председатель общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко. Основанием для такого решения стало исковое заявление вынужденной переселенки из Луганска Ирины Веригиной о компенсации ей убытков, причиненных российской военной агрессией. Как пояснил Сенченко, своим решением суд запретил Кабмину, Минфину и Нацбанку проводить любые платежи по договору. Нам удалось наложить арест на российский кредит в сумме $3 миллиарда. И мы считаем, что эти средства впоследствии, после того, как судами, я уверен, будут вынесены решения в пользу украинских граждан, пострадавшим от российской агрессии, эти средства пойдут в погашение исков граждан. Конечно, они не покрывают весь тот ущерб, который нанесен украинским гражданам, а тем более, так сказать, украинскому государству и украинскому бизнесу. Поэтому мы абсолютно точно на этом не остановимся. Мы дальше будем выходить на арест российских активов за пределами Украины.
Керченские коммунальщики вышли на пикет из-за задержки зарплаты. Управляющая компания «Авентин» в течение 2 месяцев задерживает выплаты. Ранее муниципальное предприятие «Жилавтосервис Керчь» заключило договор с компанией «Авентин», однако та не выполнила ряд обязательств перед администрацией. На встречу с людьми вышли представители руководства компании и заместитель главы российской администрации Керчи Владимир Ступников. Денег не дают. Все. Вот мы и пришли сюда, возмещать. 2 месяца работаем в фирме, новой как перешли. И получили только когда за апрель месяц, май месяц отработали бесплатно. Руководителя собрались, один говорит, кто-то не перечислял, тот говорит, я перечислил, вы куда-то дели деньги. Ну, на самом деле, не знаю, что они тут разобрались. Да. Разобрались. Я еще раз говорю, я никому Зачем ничего вы не сейчас должен. уводите в сторону? Еще раз, я никому ничего Ну не тогда должен. вы просто о чем-то другом говорите, видимо. Если Я никому ничего не не должен. факт, вы налоги должны платить, значит должны. Я никому ничего не должен. Не факт, вы должны, потому что вы лицо, которое исполняет обязанности. В данной Правильно? ситуации Должны и обязаны. я никому Вы всем ничего не должны. должен. Вы А горожанам вы должны по ЖКХ. должны принять Должны, людей. понимаете? Вы не вправе отказать им. Значит, я предлагаю всем, кто здесь находится, идти на данный момент в прокуратуру и заявлять о том, что вы пришли на предприятие уволиться, а вам отказали в принятии заявления и в трудовую инспекцию на Кирова 5. Закончился молодежный форум «Будущее Крыма». Он длился 2 дня. Во время конференции 150 крымских татар из разных уголков Крыма, Украины, Турции и Румынии выработали схемы и механизмы решения проблем, с которыми столкнулся крымско-татарский народ в условиях оккупации Крыма. На закрытии форума представители крымско-татарской диаспоры из разных стран выразили желание в дальнейшем сотрудничестве. Будущее общества, оно зависит от молодых людей, которые будут своими действиями, своими усилиями создавать его фактически. И мы подумали, что очень важно сейчас нам найти общие точки соприкосновения и понять, что же мы делаем дальше в этих условиях, как мы сохраняемся как народ, как мы живем в тех условиях, в которых мы поставлены, потому что мы меньшинство, мы коренной народ, у нас нет своего государства, у нас нет крепких институтов, которые могли бы обеспечить сохранение нашего языка, нашей культуры и так далее. Поэтому сейчас все зависит от нас. Если мы опустим руки и не будем ничего делать, то ничего не произойдет. Я считаю, что сегодняшняя платформа, сегодняшний форум – это первый шаг для построения современного крымско-татарского общества, современного крымско-татарского народа, его развития. Сегодня мы увидели много очень влиятельных и важных для нашего народа спикеров, которые поделились своим опытом, поделились своим видением развития нашего народа и существования его в современном мире. Для меня это очень важно, для меня это было очень поучительно. Во Львовском историческом музее устроили выставку вещей крымских татар, вывезенных переселенцами из Крыма. На отдельном стенде история семьи Эмель Аметовой, документы протоколов обыска, обращение крымских татар к власти. Артефактом выставки считают карту Крыма, которой уже более века. Кожен з нас, хто тримається своей религии, исполняет пятикратную молитву, которая называется намаз. І оці килими, які представлені здесь, це дитячий килим. Естественно, для дорослого трошки він більший. І ми стелим його для того, щоб помолитися. Умова, щоб земля, на которой він лежав, була чиста. И вот 63-го года эта фотография, ее передали в Азию, где они были в депортации, в местах депортации. Не знаю, я не могу сказать, как это было. Но, в общем-то, фотография, она хранилась. То есть это вот когда, я не знаю, реликвия, что это наш дом. Она интересна тем, что там все населенные пункты написаны на крымско-татарском языке арабской вязью. Это действительно очень редко, и на этой карте видно, как много было этих населенных пунктов. Тільки зараз, роблячи висновки з всього того, коли у нас на сході війна, коли Крим захоплено нашим східним агресором, сусідом, ми починаємо розуміти, що насправді титульний народ України, українці і корінний народ України, кримські татари, майже нічого не знали один про одного. В Киеве состоялся первый сольный концерт крымского аккордеониста Джемиля Комурджи. Парень учится на 3-м курсе музыкального училища имени Глиера. На концерте звучала классическая музыка, оригинальные произведения для аккордеона, а также собственная музыка Джемиля Комурджи.
От национальных крымско-татарских мотивов до произведений Баха крымский аккордеонист Джемиль Камурджи на своем первом сольном концерте исполняет классику и импровизирует. Джеміль якраз в цьому напрямку і працює, і йому вдається розкрити все, що йому заклала природа, заклали батьки, заклав татарський народ своїми наспівними мелодіями, своїми танцями. Все це в його музиці, в його виконанні. В музыкальном зале столичного дома ученых почти нет свободных мест. Пришла послушать Джемиля Элеонора Зима с подругой. Женщины – давние ценители аккордеона. Я закохана в цей інструмент, який називається акордеон. Це інструмент мого дитинства. Я облишити цієї радості, послухати цей звук. Я думаю, що на цю сцену будь-хто не потрапляє. Тут дуже високий завжди відбір талантів іде. Это от Бога талант, и надо нам искать эти таланты и растить, помогать им себя найти. Вот. Это очень здорово, это мы взрослые должны делать. Поддержать Джемиля пришли и однокурсники. Феєричний виступ, все дуже чітко і емоційно, я вражений. Дуже гарно. Присутствовали в зале и крымчане. Не скрывают гордости за земляка, похвал не жалеют. Он очень много учился, очень долго учился, и мастерство налицо. И кроме того, он и свои сочинения тоже сыграл. То есть молодец, машалла. Мы желаем ему дальнейших творческих успехов, и пусть растет и развивается дальше. Машалла. После каждой сыгранной мелодии Джемиль срывает овации. Я делаю глубокий поклон. Спасибо большое. Я хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить своих родителей, то что они меня поставили на верный путь и помогают мне во всем. Концерт длился более часа. Зрители провожали Джемиля стоя. Наталья Калинка, Асан Аминов, Заман, АТР. Известный крымско-татарский прозаик, литературовед и поэт Реза Фазыл написал стихотворение о Джамале. Свое произведение он сочинил сразу после победы крымско-татарской певицы с песней «1944» в международном песенном конкурсе Евровидения-2016. Таким образом, крымско-татарский кобзарь выразил благодарность своей соотечественнице за популяризацию темы геноцида крымских татар. Vurur bana bir aytkan sözünden, sen gösterdin dünyaya halkımızını, bilsinler de bizim faciamızını. Aradın em taptın öyle sözlerini, torlandırdın milyonlarla gözlerini, şu yerinden galedigi eriştin. На этом пока все. После «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдара Муждабаева глава Крымского департамента гражданской организации «Майдан закордонных справ» Андрей Клименко. Оставайтесь с нами.